братья. Da visste jag att det där var. Oj, jag stack för det bara. Так, хоть гулять ешара. Visst klar, брат, visst klar. Вистхол. İş boş çayge, kıyı çayge, visst klar, hain boş çayge falan. Соло лила швежи. Kıyı çayge, zübbe stük esten sen, dört çakka çakka, kar koltuğun zübbe duya, işte, iyi falan. Валикум ассалам, маршоя ожила. Сейчас, секунду. Валикум ассалам. Suyun diçinde o çakta devler hadse devler. Allah reis хыл. Анис набли. Валикум ассалам. Соинц хавошун. Kapı bu oldu. Алхамдулилlah. Дику. Валикум ассалам. Амин. Массу салтага. Allah reis хыл. Aslan piyah okulayım. Трофей солнцепек. Шейх Мансур. Eş komanı. Да. Dik Да, ну я понял, о чем ты. Валикум ассалам. Седа Дарова. Валикум ассалам. Ha, gün var. Gün var. Буде, gün var. Дай саху за разбросано будешь. Соответственно, gün var. Еще минутку. Хочу провести интересный эфир сегодня. Ну, как всегда, все спонтанно, вот так. Не объявлено. Так, может, только Шиндина уже я буду менее доступен. Вот, посмотрим. Садас, кайгас нам и кунфуешь, он говорит, задний саль тоже я штанг штирт. Ислам Муса, жду, пока он закончит. Мысли ислама. Ну, вот, Ас'эль все равно. Не надо же пользоваться этим. Давай свяжемся. Вал, Саул. Эфир есть, Хау. Acım razgoni девочка, Hau. Разгоню кашайга. Инсталет тубош, ашмады ока. Да, вот такие вот дела. У нас все нормально, алхамдулилlah. Шутим. Вот. Так что все хорошо. Почему-то у меня вверх не идут сообщения. Но я тут с компьютера посмотрю. Садику вообще, бо ишь на мегарион. Тугаев Мехмед хан. Так, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. И сейчас хочу пройтись по вашим сообщениям или вопросам. Хочу отвечать на них сегодня. И хочу, чтобы все-таки ислам сел побыстрее сюда, рядом. Вот. Можно и так, ислам, да? Да, конечно, можно. Давай. Тащи свое седло сюда. Сейчас. Принеси, вон там где-то стоит это седло. Вот оно. А ну там. Вот здесь вот седло. Сейчас опытного. Иван Иванов, Анзор, брат, ответь, пожалуйста, когда
уже все это закончится, и Чечня перестанет кормиться с путинской руки, и Кадырова не будет. Когда настанут эти времена, брат? Кто помнит эфиры в прошлом году, ну я и тогда говорил, что это последняя агония Путина, что вот-вот все это может закончиться, ну буквально вот скоро. И еще раз повторюсь, что это опасный человек. Давай, двигайся. Солодош. Ладу, Шуат, и мы тебе очередь тоже дадим. Ну, в общем, события в Украине, вот эта война Путина в Украине касается всех нас. Я считаю, что это шанс для всех наших народов, которые проживают по соседству в первую очередь. И да, я действительно, вот еще раз повторюсь, призываю, чтобы каждый из них, то есть эти народы, представители этих народов, оказывали какую-либо помощь тем, которые ведут борьбу против российских оккупантов здесь. Ислам, давай. Со пчеловода ти рубатками. Сик, Басаева терхеру эльерсик, Басаева терцеле пчела. Со Басаева це може Allah діло. razı olsun. Ha, şamil salir ki вам дабельшам нахер музей YouTube. Что? Да. Аркяч ваш усы. Сегодня у нас День Победы. Порохом пропах, который... Порохом пропахло, завонял, весь провонял порохом. Вы, ну, вообще-то в других странах, я что хочу сказать, этот эфир мы хотели посвятить этому Дню Победы. Вот. В нормальных странах я нигде не видел, чтобы в европейских странах кто-то праздновал вот этот день. У них там он отмечается 8 мая. 8 мая. К примеру, у нас там в Норвегии 8 мая. Советский Союз решил отмечать его 9 мая. И как они отмечают? Вот эти парады, вот эти лозунги мы можем повторить, это самое, потом напьются и громят все вокруг, громкие речи там и так далее. То есть свинарник какой-то. Вот. Ламанхо, валикум салам, валаманхо. Ну, Машу я ожила, но анзор новостей какие на 9 мая. Ну, люди были в страхе, что русские оккупанты, они нанесут ракетный удар, мощный удар, или же будет штурм. То есть ко всем вариантам мы были готовы и есть, и сейчас готовы, и считаем, что они это сделают вот эти ближайшие дни. Готовы ко всему. Где трофейный танк, бах, говорят, ислам, где трофейный танк? Я одно видео закинул в Телеграм с трофейным танком. Там ичкерийский флаг, короче, да. Видел. Где он припаркован на заднем дворе. Сейчас на днях, иншаллах, поедем прямо в Ахмат-Юрт, короче. Зачем? А? Зачем? Ну, чтобы провести парад победы. Там провести? Да, прямо там. Ты не согласен? А где это Ахмат-Юрт? А это там где-то за 3-9 земель в 30-м царстве, в 30-м государстве. А в какой республике, в какой стране Я же говорю, находится в Ахмат-Юрт? Заморской республике. Да. Просто я не слышал. У нас географию я хорошо знаю, закончил на 5. У нас, да, последний экзамен даже помню по географии. В общем, нет у нас такого села, населенного пункта. Адел да жопплос, он бог собордела. Нохчову. انظر حديل دا جوق لوسون عربي برايا خلاتس خوال خيط هون عربي برايا رمزان اخمادا مقامت سقرايا تال على شيء قو دوش آلا
Нохчо. Икенти инц багарбинаша еще гасхша латалич табурбу Аллах газут хобов дольсер. Суна инца базбинаша боиш вару. Арби суна с 94-го года вышла. Аллах газут хобов дольсер. Выбери там что-нибудь. Такое зачетное, да? Зачетное. Да. Ну, давай рассказывай, что там насчет порохом пропах. Что ты думаешь про это? Да, День Победы сегодня, как мы знаем. Но я скажу то, что я думаю. Да, в чем-то ты можешь. Мы с Анзором разговариваем на эту тему. Анзор говорит, что я не должен некоторые вещи говорить, высказывать свое мнение, да. Почему? Но момент был, что, конечно, могут неправильно понять. Но я этот момент объясню. Это мое личное мнение. День Победы, да, как мы знаем, много лет назад, в 1945 году, в 9 мая, мы должны задаться вопросом, где находились тогда наши бабушки, наши дедушки, где они были? Они были там, в ссылке. За год до этого, 23 февраля в 1944 году, их всех собрали, загрузили в товарные вагоны и выслали. По дороге они умирали от холода, от голода, от различных болезней. На перронах в снегу они хоронили своих близких, родных. Они не могли даже в туалет нормально сходить. Их сжигали в конюшнях, их расстреливали, их преследовали. И вот через год Советский Союз объявляет такую некую победу. Победу над фашизмом, над нацизмом. И нам сегодня говорят, вы должны праздновать этот праздник, вы должны раздавать георгиевские ленточки, вы обязаны поздравлять ветеранов военных лет. А если задуматься, почему мы должны все это делать? Это разве наш праздник? Вот сами подумайте. Мы находились в ссылке. Мы были жертвами этой войны. Государство, которое нам навязывает этот праздник, было нашим врагом. Но мало того, это государство наравне с гитлеровской Германией развязало Вторую мировую войну. Вы посмотрите, чему учат Россия, советские учебники. Они говорят, что Вторая мировая война началась в 1941-м. Но это вранье, это ложь. Вторая мировая война в ее масштабах началась в 1939-м, хотя отголоски были еще раньше. В 1939 году, если не ошибаюсь, 23 августа был подписан известный пакт, договор Риббентроп и Молотов. То есть был министр иностранных дел Советского Союза и министр иностранных дел нацистской Германии. Риббентроп и Молотов со стороны Советского Союза. Они подписывают. Затем у них был отдельный пункт, отдельный договор, который как бы был более секретный. И там они поделили Европу. Они сказали, что вот эта часть будет под так сказать, под влиянием Советского Союза, а вот эта часть будет под влиянием нацистской Германии. Это было, если не ошибаюсь, 23 августа 1939 года. Затем 1 сентября того же года, 1939, нацистская Германия въезжает на территорию Польши и захватывает ту территорию, которую она оговорила вместе с Советским Союзом. А Советский Союз въезжает на территорию Польши 17 сентября 1939 года уже со своей стороны и тоже ее оккупирует. Затем, после этого, Советский Союз и нацистская Германия подписывают более какие-то соглашения и начинают проводить совместные военные парады. То есть признавая друг друга союзниками и друзьями. Это не было так, что Советский Союз спасал Польшу, как нам сегодня это пытаются выдать. Нет.
Они оккупировали Польшу, затем они и Латвию и так далее, и так далее, и так далее начали оккупировать. Затем, после оккупации Польши, немецкая сторона и советская сторона собрала основную польскую элиту интеллектуальную, а также офицеров. Всех их передали к советскую часть и их расстреляли в Катыни. Несколько десятков тысяч человек польской элиты расстреляли в Катыни. Именно туда в 2010 году летел польский президент Качинский, Лех Качинский, вместе со своей супругой, со своей женой и другими чиновниками, когда взорвался их самолет, чтобы почтить их память. То есть Советский Союз был виной Второй мировой войны. Они развязали. Гитлер просто кинул Сталина и больше, ничего большего. Если бы не Гитлер, то Сталин кинул бы Гитлера. И нам сегодня говорят, что Советский Союз победил нацизм и фашизм. Ложь, это чушь полная. Они не побеждали этого. Они этого не побеждали. Они нам навязали все это. Почему мы должны праздновать этот преступный праздник? Тем более, что ветераны, которые участвовали в ссылке нашего народа, они некоторые живы. Нет, не все ветераны в этом участвовали, но многие НКВДшники участвовали. Почему мы их должны поздравлять? Задумайтесь над этим. Я закончил. Извини, что так долго, но нужно было высказаться. Некоторые вопросы, да. Ну, тут и ислам рыбачишь, мы уже сказали это, да, он и рыбачит, и охотник, Да, и пчеловод. И пчеловод. Ислам пчеловод, ислам любит мед. Ну вот, Фома, ислам, он как бы тебе пишет. Абдулла Костецкий говорил, что это война кафиров, нельзя мусульманам на этой войне ни за Россию, ни за Украину воевать. Что скажешь по этому поводу? Очень интересно ваше мнение. Дело в том, что мы об этом уже говорили. Тут есть даже видео, где мы об этом говорим. Ну, к примеру, дай-ка я скажу свое мнение насчет этого. Да. Мы знаем, мы понимаем, ну, что ты имеешь в виду, но наша цель, наша война против России. Здесь чеченцы воюют, сказать, не за идеи Украины, в первую очередь. В первую очередь воюют как за идею нашей республики, то есть Ичкерии, за идею нашего народа. Вот. И воюют против российских оккупантов. И те люди, которые сюда приехали и воюют против российских оккупантов, их сюда никто не звал, это добровольцы, вот, и кто сюда едет, ну, эти люди едут со своими вот намерениями, как бы так. И я считаю, они делают правильно. Вот, к примеру, я сюда приехал, у меня целей очень много здесь. Очень много работы проводится, и я ни у кого спрашивать не буду, можно ли ехать, нельзя ли ехать. Я просто уверен, что я стою на правильном пути, и что у меня чистое намерение, и что я здесь нахожусь для того, чтобы достичь вот этих наших целей, какую-то долю, вот, участия принять в этом. Конечно, больно смотреть на то, что здесь происходит, на тех людей жалко, которые вот хотят убить, которых называют нацистами, вот эти русские оккупанты. То есть у меня такие мысли насчет этого. А то, что говорит Костецкий, другое, это меня не волнует на самом деле. Ты хочешь сазана поймать на территории Украины, Бах?
Охота на сазана. на сазана. Рыбалка. Да, хотим сазана поймать. Сазанчика маленького. Такого малюсенького. Почему вы защищаете Украину? Анзор, подскажите, пожалуйста, почему вы защищаете Украину, а не Донбасс? Ведь Донбасс похож на Чечню 96-го года. А если Донбасс похож на Чечню, почему Россия не признавала Ичкерию? Ага. Почему? Или- Донбасс – это украинская земля. Луганск, Донбасс, вся вот эта часть, которая оккупирована Россией, это земля Украины. И Россия не имела никакого права вторгаться на эту территорию и захватывать эту территорию. Поэтому я на стороне правды. Я хочу поддержать этот народ, я хочу поддержать войну украинцев против российских оккупантов. Я добавлю, Конечно. как разница в чем Донбасса и Ичкерии. Разница в том, что Донбасс был оккупирован Россией, то есть стороннее государство въехало на территорию части Украины и за счет своего влияния и мощи своего оружия, вооружения и армии отсепарировала эту часть и провозгласила ее независимой. Что касается Ичкерии, то никакого стороннего государства туда не въезжало. Ичкерия сама, то есть люди, народ сам встал и заявил о своей независимости. Ни одно государство туда не въезжало. Ни одно. Понимаете? Вот в чем разница. Потому что там действительно народ хотел этого. И кто говорит, что это было не так, то спросите Ахмата Кадырова. Ведь если кадыровцы сейчас начнут такое говорить, Ахмат Кадыров, отец Рамзана Кадырова, сам призывал на джихад против России и сам заявлял о свободной и независимой Ичкерии, и сам говорил, что Аслан Масхадов был законно избранным президентом. Вот какая разница между Ичкерией и Донбассом. Сам Матула. Твой tas. Jēziņš un tvoj tas. Тундел Туру. Тури вола. Иншалла. Иншалла. Мосан Тури. Так, Донбасс. В общем, Анзор, я вот знаю, что Кадыров неприятный человек, но согласитесь, что в плане порядка он хорош. Я имею в виду, что вот, например, Дагестан уже подпорченный план, да дальше читать не хочу. Так, русские здесь не виноваты. А ты помнишь, когда твой отец хотел поехать на переговоры России перед войной в 99 году, его туда не пустил кто? Дагестан, да, пишут? Нет, это была провокация. Да, В 99 году, когда вот шла вот эта крупномасштабная провокация Чабанмахи, Карамахи, вон там, мы это видели, наше руководство видело, что Россия начинает войну не в Дагестане, а у нас в Ичкерии, то есть цель Ичкерия. И тогда руководство Ичкерии обращается к России, чтобы решить эту проблему, как бы не допустить войны. Затем Масхадов выехал в Дагестан. Действительно, в Дагестане колонну автомашин не то что остановили, а обстреляли из артиллерии. Обстреляли из артиллерии российские войска, то есть не пропустили. Затем Масхадов обратился ко всем лидерам северокавказских республик, сказав, что мы должны создать союз, чтобы не допустить войну в Ичкерии, потому что если они допустят войну в Ичкерии, то эта война перекинется на все территории Северного Кавказа. И я скажу, что лидеры некоторых северокавказских республик проявили трусость и не встали рядом с нами, рядом с нашим лидером, и ничего не сделали, чтобы приостановить войну. Потом пролилась, да, начали обстреливать нашу республику, начали убивать чеченцев.
стирать с лица земли населенные пункты, убивать мирных жителей. Потом эта война перекинулась на другие республики. Несмотря на то, что они были пророссийские. Хотя, да, вот как ислам говорит, хотя они это самое были пророссийскими, но все равно там проливалась кровь. Не из-за вины чеченцев или чеченского руководства, а из-за России, из-за Путина. Это Путин проливал там кровь. Вот такое мнение. Анзор, как вы думаете о Легионе Свобода России? Я считаю, что Легион Свободы России должен быть огромным. Миллионами должны быть в этом легионе. И в самой России, и везде, чтобы стоять против Путина, этого шизофреника, который развернул вот такую крупномасштабную войну, эту бойню против Украины. Это очень плохо повлияет на Россию, и этим шагом, пойдя войной на Украину, Россия, то есть Путин, уничтожает эту Россию. Все, он ее добивает. Конечно. Вот, контрольный выстрел в голову. Вот, пройдет, вот, скажем, полгода, год, вот тогда поймете, что это такое, что хотел Путин, к чему привел этот Путин и что сделал он с Россией. Поэтому было бы хорошо, если бы сейчас люди в России вставали, и там, да, действительно были такие легионы с численностью миллионы человек. Ислам, ты что, на рыбалке? Да, сазан Латвия, на сазана я вышел. Насазанил как? Нормально? Да, ищу сазанчика. Клево нет, бая. Клево пока что нет. Клёво, Ушел конечно. ушел на дно сазан. Нужно подкормить сазанчика. Ты знаешь, что Собрал. там, подожди, Где? вот так, наверное, ладно, на нос сгорел. Ты знаешь, так, Чечен Life Подожди, я Matter. чуть-чуть. Насчет книги про Буденновск, нет, я не читал ее, не читал. Брать на себя ответственность. А без этого никому не выбрали основного человек 50. Не понял. Я сам не понял. Я родом из Буденновска, говорит, пишет. Там один чеченец ищет сазана, закидывая в пруды сачок. Да, мы видели. Чем отличие Джохара Дудаева и Аслана Масхадова? Да ничем. Они стояли на одном пути. Они любили свой народ. Они воевали против российских оккупантов. И оба были убиты русскими оккупантами во время оккупации. Лагазут оба луцейра вайдабончейра. Что здесь? Тут Встреча с Джохаром Дудаевым будет да, или да. не будет? Планируете? Висхаш, валикум салам. Встреча с батальоном имени Джохара Дудаева будет? Планируется такая встреча? Много чего планируется, но я просто не буду сейчас, конечно, перечислять. Мы планируем, некоторые шаги, есть планы, хорошие идеи. Вот. Мы никого не делим, наоборот, против этого, чтобы мы, чеченцы, кого-то разделяли, отдаляли от себя. Наоборот, мы призываем, чтобы мы вместе работали в одном направлении. Так, давай так как-то резко. Это бывают некоторые вопросы, которые здесь чат быстро бежит, не успеваешь его читать. Слушай, Инс Вейн 9 мая до Таланы Вема Вина. Да. Вина.
до Ирвина. Сегодня также дата смерти Того Ахмата старшего, Ахмата Кадырова, Кадырова старшего. И М. кадыровцы пытаются, возможно, где-то в частном порядке сделать из этого какой-то траур. Но Кадыров прекрасно знает, кто убил его отца. Я думаю, этот день напоминает все-таки, я так думаю, может, я ошибаюсь, что Кадыров помнит о том в этот день, особенно он вспоминает, что он служит убийце своего отца, то есть Путину, и Кадыров в курсе всего этого, что Путин является главным, так сказать, инициатором этого Мгм. убийства. Сейчас я 5 копеек вставлю в Кадырова. Тут кто-то пишет, почему я не говорю на чеченском. Я очень хорошо говорю на чеченском, а также пишу на своем родном языке, а также говорю на других многих языках. Так что не стоит меня как-то упрекать, пытаться упрекать в том, что я не говорю на своем родном языке. Я всю свою жизнь в кругу своей семьи, то есть отец и мать, мы все у себя дома говорили на чеченском языке. Я уважаю тех людей, которые сейчас смотрят этот прямой эфир, говорю на другом языке. Сегодня, конечно же, мне хотелось бы говорить на украинском языке, но я его не знаю. Ну, пытаюсь учить его. Так что вот так. Насчет того, который был уничтожен на стадионе «Динамо» под песню Дадашева и Тамара. Дальше, что ты хотел сказать? Ну, я уже, в принципе, сказал, что Кадыров, наверняка об этом думает, вспоминает в этот день. Наверняка мне просто хотелось бы чисто из любопытства понять, Что ты хотел понять? что он, как он это в себе, так сказать, скрывает, как он с этим борется. Вот понимание того, что Путин убил его отца, наверняка оно у него есть. Как он с этим борется, когда он говорит Путину, там, я его люблю, что он является пехотинцем Путина и так далее, и так далее. Как он с этим справляется, я просто не пойму. Ой, я тебе сейчас скажу. Постараюсь сказать так, без эмоций. Это предатели чеченского народа. Вот. Сегодня существующий и тот несуществующий. Ну, тот несуществующий, я его называл врагом чеченского народа, потому что он, оказывается, никогда не был на нашей стороне. Он начинал свою карьеру еще в КГБ, там, в Бухаре, учился в Исламском университете. Ну, об этом уже много сказано, поэтому я повторяться про это не буду. Как он приехал, как он встал в наши ряды в 1995 году, стал муфтием после того, как он объявил джихад против России и призывал население нашей республики убивать русских. Он делал это на митингах. Призывал каждого чеченца убить по 140 русских. Я тут выкладывал здесь на канале такие видео, где он стоит на митинге и говорит, что каждая женщина, вообще женщина должна встать на войну. Без спроса мужа. Без спроса мужа, брата, просто идти прямо на войну. Вот. Хотя из его дома никто на войну не выходил в то время, я не видел нигде, не слышал даже. И тот сегодняшний ушлепок тоже нигде не участвовал в каких-либо там боевых действиях. То есть он не участник этой войны. Да, он действительно был рядом с отцом, ходили по митингам там. Ну вот, это, может быть, вот так правильно будет лучше сказать. Это черное пятно, как бы, нашей истории, что ли. Ну, я не хочу даже говорить, что это часть нашей истории. Я даже это не хочу признавать, с одной стороны. Не хочу считать, что
они наши. Я всегда тут говорю, что это не чеченцы, потому что истинный чеченец не способен на такое, что они сегодня делают. Вот. А если спросить у односельчан, знаешь, сколько много историй я знаю? Я просто... У их односельчан. Да, то есть хосиюрта. Я их держу в себе, я их не говорю. У меня есть некоторая часть записана тут в Ютубе, не выставлена. Но был такой случай, вот, секунду. Ну да, вот как-то в мечети, в мечеть приехал Кадыров, Ахмад Кадыров, и стал выступать перед односельчанами. И начал говорить, да если бы мне тут сообщения не писали, да, сбивает вообще. Ну, я это отдельно у меня там чат другой. Ну, в общем, Кадыров встал перед людьми и начал говорить, вот мы должны воевать. Не воевать, делать то, что нам Коран говорит. Да. Вот. К чему нас призывает религия. К чему нас призывает религия. Мы должны следовать этому, мы должны делать, что Аллах говорит, что Коран говорит. Вот. Ну, там один старик встал и сказал, если мы должны делать то, что Коран говорит, и Аллах говорит, то ты должен вернуть тот крупнорогатый скот, который ты своровал у людей, у односельчан. Ну, это было давно. То есть люди его знают хорошо, люди знают эту семейку. И сегодняшний ушлепок, который мучает народ, ну, у него тоже своя история. И да, вот к чему я хотел еще прийти. Ну, есть такая версия, вы тоже ее слышали, что он убил своего отца. Я даже верю в это, верю. Но я больше верю той версии, что его отца убрал Путин. Вот. Больше верю той версии. В это тоже верится, как бы, что он смог бы пойти на такой шаг, видя его любовь к деньгам, вот к роскоши, вот этой Зверева там, кого там еще предлагали. Да, все вот, и этого. Баскова. Да, вот этого, как его там, Киркорова. Часики дарил. Да. Вот, любит человек роскошь. И в тот день, когда, то есть 9 мая, когда убивали его отца, он почему-то, будучи даже начальником службы безопасности там, главы республики, это их версия, находился в одном ресторане, извините меня, вот так прямо скажу, с девочками сидел. Ну, скажи что-нибудь. Ну, вот да. Пишет, что ты думаешь о Зумсо, каким он человеком тебе показался? Зумсо? Да, Зумсо местный? Это не этот, наш гранатометчик. Ну, вот я и говорю. Маша Аллах, мне такой нормальный брат. Очень, я тут познакомился с нашими братьями из чеченского батальона, из чеченских батальонов, с чеченцами, которые воюют здесь против русских оккупантов. Все как один скромные, умеют разговаривать, вести себя. Шутки их красивые. Так, кроме вот этого. Ну, вот, да. Ну, как говорится, в семье не без уродов. Вот он мне куртку сейчас на время подогнал. Правда, денег сюда не положил. Ну, насчет Зумсо, очень скромный парень, брат. Не, мне понравился Зумсо. Очень такой порядочный парень.
те, кто спрашивает, очень стеснительный. Гранатометчик. Да, я пытался его заснять, целый сюжет о нем сделать, он убегал у меня, его прям вот ловил его, приводил его на камеру, снимал, он убежал, но все-таки не удалось мне его нормально заснять. А маша Аллах такой отличный брат, я думаю, здесь полно таких братьев, чтобы там... Да, все одинаковые. Да. Ну, не скажу, что одинаковые. Ну, У кроме, каждого... кроме этого, Да, да? вот кроме этого. Да. Это самый лучший, да, самый красивый. Ищет туманный штук, стал соблюдал. Что здесь еще? Соблюдал. Мгм. Так. Чем вы лучше Кадырова сегодня? Чем мы лучше? Ну, мы людей чем не ты лучше? пытаем, мы не Вот. похищаем, мы не воруем чужое, мы не пытаем людей, мы не оскорбляем их матерей, их жен, их детей, их дочерей, не приводим, не оскорбляем их перед их матерями, перед их родителями, мужьями, братьями, отцами. Понимаете, мы не воруем у людей, мы не заставляем обычный честной народ платить нам дань в фонд Кадырова и так далее, откуда мы потом оплачиваем свои, не знаю, поездки, роскошные гулянки, автомобили спортсменам, какие-то подарки различным знаменитостям и так далее и тому подобное. Мы не являемся предателями, мы не служим российскому оккупанту Да-да. России. Ну вот этим, как минимум, это как минимум мы этим отличаемся. Если этого вам не хватает, я не знаю, что еще. Так. Анзор, как можно связаться с тобой? Ну, скорее всего, в Фейсбуке, да. Но я еще извиняюсь, кому я не ответил, например, да. Я целый день занят, даже вот ислам свидетель, для сна времени не хватает на самом деле. Столько много работы тут. Поэтому я попрошу писать по делу, как бы, если что-то касается дел. Такие дела. А так можно связаться через Facebook, ну, есть Instagram, там меня можно найти. Как-то так. Шо? Redskин, там насчет Муслима Чеберлоевского, сколько лет он провел в горах. Но тут есть передачи, последнее видео, ну, я просто посоветовал бы посмотреть эти видео. Он рассказывает там свою как бы биографию. Так. Сейчас, секунду. Тут один брат. Я сегодня ему не ответил. Чечен блогер, where are you? Where are you? Что ж так, ну, стяжу оплодон, иншаллах. Лезгин, Дербент, Анзор, как вы думаете, кто следующий, Баку или Астана? Ну, я считаю, что что-то будет на Кавказе. А где именно, то, ну, сами понимаете, трудно сказать. Но Путин на этом не остановится. Валейкум ассалам, Муслим Боя. Какое у вас отношение к Амиру Хатабу? Ну, Амир был добровольцем. Он пришел к нам в республику воевать против российских оккупантов. То есть по своей воле принимал это участие.
Дигду Адам, валикум салам. Просто я не понял, о каком видео идет речь. Расул Расулов, что Кадыров говорит о вашем покойном отце, да помилует его Аллах. Аминь. Ну, пытается что-то говорить, тем самым пытаясь оправдать свое предательство, но у него нет ничего, чтобы что-либо сказать плохого в его адрес. Нет такого. Иван Иванов, как попасть к вам, Анзор, из Чечни? Ну, сложный вопрос. Но сейчас тут говорить об этом, советовать, мне будет сложно. Ну, например, как мне-то легче было сюда добраться, да, никто не останавливал, блокпостов не было, к примеру, документы в порядке, там, сел в машину и приехал, и все. Сейчас, секунду. Олегас Вегас, Анзор, у вас был сюжет с местным жителем за кадром, который служил в Чечении. Сейчас, секунду. Потерял ваше сообщение. Вот, вы представились, назвались ему, его реакция. Был ли диалог за кадром? Да, я некоторые вещи вырезал оттуда, на самом деле. Ну да, конечно, представился. Это было в том населенном пункте, в Буче, где российские СМИ, там другие СМИ пытаются обвинить в этой резне чеченцев. То есть я приехал туда, разговаривал с местным жителем, представился, сказал, да, я чеченец. Он обрадовался. Ну, видит, что я в форме, там экипировка, все такое. И ну, завязался такой разговор. Я затронул тему, что российские оккупанты делали у нас, на нашей земле, с нашим народом. Он рассказывал, мы обсуждали вот эти события сегодняшние здесь, войну. И все было нормально, нормальный разговор. Дарюш, так, Анзор, отец что-нибудь рассказывал про Литву во время войны в Чечне? Ну, в Литве мы жили 5 лет. Ну, насколько я понял, вы, наверное, оттуда, из Литвы. Ну, я могу много чего вспомнить. Кстати, паспорт свой, первый паспорт, советский паспорт, вот, я брал в Литве. То есть там у меня все написано на литовском языке. Даже имя, фамилия. Вот. Конечно, вспоминал эти времена.
наше пребывание вот в Литве, в Венгрии мы жили 5 лет. То есть тепло относился к литовскому народу, к другим народам. Labas vakaras, Chechen blogger in English. Да, labas vakaras на литовском это добрый вечер. Лаба дена это добрый день. Не помню. Еще с Литвы. Муслим Бой, какие бы советы дали нам, чтобы стать как ваш отец? Он пример для нас. Что он сказал ценного вам в период войны? Ну, с момента начала войны и до последнего дня, как он был убит, я имел связь с отцом. Последнюю аудиозапись, которую я получил, она была записана 3 числа, 3 марта. Кажется, да, 3. Но я не люблю разделять своего отца с другими героями чеченского народа. Они для меня одинаковые. Простой воин из числа нашего народа или лидера нашего народа. Это наши герои. И если мы где-то как-то будем стремиться быть такими, как они, то я уверен, мы можем многое отстоять и многое вернуть. И я считаю, что это надо сделать. Я все время призываю к этому. То есть делать то, что нам говорит Всевышний, чтобы мы были едиными. Сегодня вы видите, одни сидят там дома, вот эти ушлепки, холопы Путина, а другие здесь сидят на чужбине, да, в Европе, в других странах, там друг друга критикуют, опускаются ниже не знаю чего, но разделяют людей, разделяют наше общество вот, в угоду этим холопам. Это есть и враги нашего народа. Враги настолько, что они останавливают вот эту нашу победу. Аллахе, я уверен, что будь мы сегодня едины, будь мы вот как один кулак, мы бы вернули то, что нам следует и надо вернуть. Анзор, передай нашим бойцам, чтобы на трофейном танке большими буквами написали ислам. Что? А? Б. На Хосию. Не Хосию, Бамут. Бамут. Да, вот тут просят. Иншаллах напишем. Сейчас Грек Ахиль. Анзор, а почему кадыровцы предатели? То, что не воюют с Россией. Но ведь силами Чечни это верная смерть, это безумие, и я не пойду на это. Ведь вы ведь свои жизни тоже сохранили, чем лучше. Как, ну, просто ты там не закончил нормальное предложение. Чем мы лучше, мы не стали предателями народа, вот как ислам, наш брат сказал, мы не стали унижать свой народ и никогда этого не делали, и никогда не будем этого делать. Мы не служим врагу, мы не берем их подачки, мы не носим их ордена, погоны, форму даже. Вот. Мы не стали предателями. Вот представь такую ситуацию. Вот твой дом. Там живет твоя семья, а рядом живет сосед. И этот сосед
напился, залез в твой двор, сломал дверь, зашел в твой дом, начал крушить все, бить там твоих членов семьи, тебя избил, там поранил еще, потом убил еще кого-то у тебя. Что б ты сделал? Вот. Ты пожал бы ему руку, сказал бы ему спасибо, к примеру, этому бандиту, этому убийце, вот, дебоширу. Или же как следует наказал бы его, например. Что бы ты сделал? Вот такую картину я могу вот обрисовать, чтобы сказать, кто такие вот эти кадыр-овцы, которые вышли замуж за этого Путина. Ва алейкум ассалам. Ну, насчет Тимура Муцураева тут много раз спрашивали. Я просто не знаю, где он, как он. И давно про него ничего не слышал. Борзес, ну, я вижу, как ты это все ковыряешь. Знаешь, что я скажу? Был у нас порядок или не был, это все зависело от нашего соседа, от этого фашиста и провокатора. То есть это чудовище, которое сняло сегодня с себя маску, как раз было заинтересовано в том, чтобы провоцировать вот нас внутри. У них, знаете, хороший опыт у их спецслужб, у этих спецслужб от НКВД, КГБ, вот. И они вот провоцировали наше общество. Им было на руку, и они сделали все, чтобы вот эти беспорядки были. А они были. Никто не отрицает это. И за этими беспорядками стояли вот эти русские спецслужбы. Так что это не от нас в первую очередь зависело. Ламаху, чуях наун, чухях цаун, котмаш. Анзор Дудаевский батальон Йолщу. До кокус бэхкан нохчибу. Вот ламанху. Ла рейс хуйлон. Дигбо бяхар коваш варсом. Да, Йолщу батальон имени Джахара Дудаева. Ну, вообще-то я сторонник того, чтобы здесь был один батальон, например, одна армия, как бы.
Allah резко вам дик богать лавиш. И остров Змеиный, и вот там остров Змеиный, там все еще долбят их, долбят эти байрактары. Муслим бой, почему Россия нацеливается как бы на оккупацию Кавказа ради ресурсов? Можете объяснить свою точку зрения? Я всегда говорил, что это не из-за ресурсов, не из-за нефти и других ресурсов в России полным-полно, настолько много, что даже сами русские не знают, что с ними делать, как ими пользоваться вообще. Вот, это война не из-за ресурсов, а из-за геополитики. Вот. Они хотят завладеть нашей землей, покорить нашу землю, покорить эти народы. Вот что они хотят. Ванзор Люлин, даш мацтухардуай, котам эцхосюртер эхкош. В общем, да, тюнем дошли остаться еще. Чечен блогер in English. Анзор там вроде Кавказский батальон еще собирается создавать. Ты не в курсе? Ну да, что-то такое слышал. Тут много наших братьев, кавказских братьев. Вот. Ну, грузины и другие, азербайджанцы есть, ну и другие, дагестанцы, которые воюют против русских. Александр Рубинштейн, Анзор, скажите, каков реальный процент поддержки Кадырова в республике? Ну, можно сказать, почти никакое. Лишь те, которые как-то в чем-то повязаны, или кровью, или там задолженностью, то они являются как бы сторонниками, получается так. Но я уверен, что даже более 90%, которые находятся рядом с ним, с этим ушлепком, они люто вообще ненавидят этого самого Кадырова. И в один прекрасный момент, если им это сойдет с рук, как бы, если посчитают так, то они просто его съедят. Точат зуб на него, вот что я скажу. Бачаев Джамал, алейкум салам. Я в курсе без гражданства. Скажи, куда туда попасть, как знаешь. Я никакие советы давать не буду. Я призывать не буду. Я лишь призываю тех активистов, там, блогеров, общественных деятелей, там, политиков, всех, которые выступают за наш народ, вот, чтобы они приехали сюда, встали рядом и чтобы вместе работали. Вместе работали ради достижения нашей цели. Вот. Считаю, что здесь лучше и быстрее пойдет дело. Это сегодня шанс для нас. Шанс сегодня. Так, Макс Калаш, валикум салам, брат. Как помочь вам деньгами? Ислам, как помочь?
Перейдите на мой... Он говорит, я об этом ничего не знаю, я Я никогда знаю. не говорил. Перейдите на мой YouTube канал «Мысли Ислама». Естественно. Там в описании Давайте есть. я, брат, я так скажу, Макс Калаш, это я так в шутку это все переделал. Те батальоны, которые здесь находятся, они не имеют какой-либо поддержки, ну, от властей, от армии, то есть помогают обычные люди чем-то да как-то. Я считаю, что помочь можно во всем, и надо это делать во всем. Будь это финансово, будь это, ну не знаю, сейчас я в сторону посмотрел, вот, шили, ну это для подствольного гранатомета, например, такие вещи. А ну-ка, дай-ка в другое. Вот. Скажем, ну вы знаете, что это такое. Для подствольника. Короче, хорошие люди прислали нам сюда это, подарили. Можно так помогать. Я считаю, что нужно это делать. Помогать чеченским батальонам, чеченцам, которые воюют против российских оккупантов. Они, да, как я сказал, они официально им не помогают тут. Не помогают. Кипарис, Анзор, это хорошая мысль. Всем активистам надо приехать в Украину. Ну, самая лучшая мысль, лучшей нету просто, понимаете? Сидя где-то в других странах, далеко от этих событий, где действительно можно сделать много чего для нашего общего дела, тоже не быть здесь и участвовать в этих событиях. Вот поэтому я и призываю. Приедьте, приезжайте сюда. Гарантии там и так далее. Ну, я сам сюда приехал без гарантии. Вчера тут обещали штурм, ждали этого штурма и обстрела ракетами. Ну, ракеты тут постоянно летают, недалеко взрываются. Ну, что поделаешь. Вот. По нашим... Так, Анзор, у нас есть благотворительный фонд поддержку нашим братьям из Украины. Пускай со мной свяжутся. Ну, напиши мне, свяжись со мной. Потом что-нибудь организуем, иншаллах. Пытаюсь вспомнить, кто ты. Анзор Украине, Кечерхо, Англи, Мацкочерхо, Хауити, Савол, Режгалду, Урду Бош. Хаумерсоне. Иншаллах, Кочер, вот особо не коза. Ух, духудуе. Армостре, коза чубекан. Ирина Маринина, здравствуйте, да, здравствуйте. Что там с Азовсталь? СМИ Российской Федерации говорят, что детей эвакуировали, и теперь Азов под Российской Федерацией. Что там? Ну, то, что я знаю, последние новости, то они, русские, хотели, там, обстреляли мост, там, хотели разрушить мост, вот это было, чтобы эвакуация не прошла, и, видимо, она и не пошла, как нужно было. Вот. А так держится, держится. Азовсталь держится. Насколько я знаю, у вас есть братья какие-нибудь? Сам что-нибудь было там последнее? Нет, я сегодня разговаривал с одной украинкой, она говорила мне,
что у нее знакомый находится в Азовстале непосредственно, что он с ней на связи. Да. Вроде они держатся. Еще сегодня, Ну, то есть да. у меня свежая Алхамдулилlah, информация. да. Брат, насчет специального приглашения. Турпал Тураев, я лично никакого приглашения там, не ждал, не просил. Кто хочет что-то делать, должен меньше говорить и делать. Я не люблю, как вы видите, долго о чем-то говорить, вот так, как говорится, болтать. Нужно делами заниматься и поменьше говорить вот так. Насчет Нордоста тут спрашивает. Анзор, ты в курсе, что некоторые чеченцы ушли из Нордоста живыми? Абу Бакари, еще 2 чеченца и еще 2 чеченки, около 4-5 человека живыми ушли. Как ушли, не знаю, но что ушли, это правда. Я об этом не знаю, я не могу сказать. Там даже говорили, что был еще один, как его звали, хан Паша Телькибаев, который якобы открутил чуть ли там не детонаторы из взрывных устройств. То есть, в основном легенды уходят. Много чего придумано. Дон Цезарь, так, Анзор, как обстоят дела с медикаментами у наших бойцов? Ну, медикаменты мы высылали с Норвегии тоже нашим. Первую посылку мы, то есть целую машину отправили украинским войскам, а потом уже, да, своим тоже. Насчет медикаментов, то, что я вижу, это есть. Есть то, что им дают волонтеры, да, но от властей ничего. Они ни денег не получают, ни вооружения не получают, ни медикаментов, ни одежду, ни еду, ничего от властей они не получают. То есть то, что волонтеры где-то дают, то есть то, что они... Салон, 2 минуты, сейчас. Любимый свитер. Да, они ты очень любят свой это. свитер одень и замени меня тут. Сейчас. Я сейчас такое им наговорю. Да, наговори. Умолил вас. Все. Я снял куртку, она не моя была. Точнее, с меня ее сняли. Да. Хадицы, сейчас правду буду им рассказывать. Не болела. Все. Бисмилля. Итак, задавайте вопросы. Деньги присылайте мне на мысли и славу. Чем больше, тем лучше. Так, вопрос. Так. Аддита не which door? Sador. In Sador. Денег нет, держитесь там, да? Держимся. Слава, спасибо за то, что вы делаете. Слава Ичкерии, слава Украине, пишет. Слава Богу. А Ичкерии и Украине свободу. Вот такие дела. Что еще? А почему нет поддержки от властей?
Это интересный момент, потому что батальон имени шейха Мансура, в частности, является добровольческим батальоном. Они не являются частью регулярной армии, соответственно, у них никакой поддержки нет. И батальон имени шейха Мансура делает все возможное, чтобы оставаться в статусе добровольческим. И, соответственно, никто не может их обвинить в том, что они там наемники и так далее. Это принципиально важно. Это важно для самой идеи, это важно для самой идеологической также составляющей, чтобы все знали, что они здесь в качестве союзников. Это важный момент. Поэтому, когда мы слышим, как некоторые говорят, что мол, тот или иной проповедник там, исламский сказал, что воевать там за Украину, там, за Россию это харам, да, мы понимаем, что это харам, но это не касается именно батальона имени шейха Мансура, потому что они здесь являются в качестве добровольцев и в качестве союзников. Понимаете? Это очень важный момент, принципиально важный момент. Поэтому то, что говорил Костевский, то, что говорил Сосеплинский и так далее, касается не их, а других людей, которые являются частью армии Украины. Их же это не касается. Это вот так вот. Ислам, что думаете про ленд-лиз от США? Насколько я знаю, Байден подписал ленд-лиз. Я думаю, что месяца через 2, наверное, это будет поставляться. Хорошо было бы, если бы они сперва это завезли, а потом подписали бы ленд-лиз. Потому что, да, потому что сейчас, пока все это завезут и так далее, времени пройдет очень много. Но это очень хороший шаг. Это говорит о том, что России в скором будущем, иншаллах, придется очень туго. И мы знаем, что, к примеру, часть, по крайней мере, об этом говорят, что часть российских войск из Сирии была оттянута, то есть вывели часть российских войск из Сирии. Это для тех, кто говорил, что война в Украине, она абсолютно не касается там мусульман и так далее. Очень сильно касается, потому что мы видим, что война в Украине ставит перед Россией условия, свои условия и вынуждает ее ослаблять свои позиции в других регионах. Как-то так. Все. Передаю. Дякую, дякую. Трон передаю. Трон. Дякую, дякую. Чай, Нет, чай тебе. Это не Нет, я. это мне? Все, я понял. Ахмоли чай? Das кофе, мол. Все, я понял. Так, насчет Арестовича. Вот он говорил, что в этой войне участвуют кадыровцы. И это плохо, что Арестович говорит такие вещи. И говорят, скажем, ну, те же самые украинские СМИ или другие СМИ, там чеченцы воюют, там кадыровцы воюют. Ну, знаете, в общем, Арестович и другие все должны знать, что это российские войска. Это вскормленные Путиным его холопы. И те, которые, вот эти чеченоговорящие, которые пришли в Украину воевать против Украины, это российские военнослужащие, это российские оккупанты. Вот их правильное название. Правильное название. Вот сегодня я встречался с немецкими журналистами, тоже говорю, ну, пожалуйста, не говорите чеченцы, не говорите кадыровцы. Это российские войска, это российские оккупанты. Вот. Такие дела. Так, Ламанго.
жестоко буалбеш, ну, что. Так, Грек Ахиль. Анзор, вы же мусульмане, почему вы выбрали Европу, а не мусульманские страны? Собираетесь ли переехать в мусульманские страны? Знаешь, я жил в мусульманских странах. Почему... А ты задавал тогда вопрос, почему я жил в той стране, например, в мусульманской стране? Я живу, где я хочу. И ни у кого не должен спрашивать, и никому так не должен отвечать, почему я живу в той стране, в которой я хочу. Так что вот так. Ну, это мое личное дело, как бы. Могу я сказать, почему я живу? А почему ты живешь в Польше? Я скажу. А? Где это? Где он? Где он? Савалвел и Бая? Я скажу. А ну говори. Хотим мы этого или нет, мусульманские страны сегодня в большинстве своем являются странами диктаторскими, где нарушаются права человека, убиваются, преследуются люди. Хотим мы этого или нет, как бы это сильно не резало слух, страны не мусульман сегодня, имеется в виду Запад, являются наиболее справедливыми в рамках своего законодательства. Мы можем спорить о том, правильные у них законы, неправильные, соответствуют они исламу или нет, это другой вопрос. Но то, что они стараются максимально соблюдать принятые с собой законы, это факт. И даже у Ибн Таймии есть одно высказывание, которое мне очень нравится. Он сказал, что Всевышний дарует свою милость мусульманам, если они справедливы. И если они несправедливы, то Всевышний забирает у них свою милость и дарует ее другому народу, если он справедлив, даже если это народ не мусульман. И именно поэтому сегодня мы видим, что не мусульманские страны Запада, они растут, они выросли, потому что они старались соблюдать закон. В 18 веке, в 19 веке у них очень быстро начало расти вот это законодательство и соблюдение каких-то прав. Да, у них во многом хромали, но они начали это делать. Тогда, когда мусульмане, абсолютно наплевав на все законы Всевышнего, начали нарушать права человека в рамках ислама. И поэтому исламский мир полностью рухнул, а не мусульманский мир, он воспрял. Потому что Всевышний дарует свою милость народу справедливому, тому, кто соблюдает те законы, которые он принимает. Отсюда у меня есть такое мнение, что если мы сегодня начнем быть справедливыми, то есть будем соблюдать закон, не будем заниматься кумовством, не будем поощрять взятки, не будем ставить на различные должности своих родственничков, своих знакомых, друзей, близких, будем соблюдать всегда и везде закон, беспристрастно Всевышний будет нам помогать. Именно поэтому сегодня мы вынуждены находиться в странах не мусульман, к сожалению, потому что здесь больше соблюдают закон, чем в так называемых мусульманских странах, где плюют и чихают на этот закон. Вот почему мы сегодня, я, по крайней мере, в Европе, а не в мусульманской стране. Извиняюсь. Все. Еще раз дякую. Ну вот, ответили на ваш вопрос. С 2 каналов, да? Нет, только твой. Нет, я имею в виду с Низам канала и мысли ислама. Эфир-то у тебя только? Ну да, ну. Я гость твой. А, ты мой гость, да? Виду глаза. У вас есть в планах создать светское государство Ичкерия? У нас есть в планах
договориться по этому поводу между собой и решить, да? Нет, Нет? нет. Сейчас скажу. У нас всегда было в планах создать чеченское государство. Как об этом всегда говорили наши лидеры. Василий Доктрев, вы решили в Украине пожить до победы? Да, мы так решили. Решили работать для общего дела. Иншаллах. Укроп, эй, Анзор и Ислам, привет вам из города Хмельницкий. А? Привет нам, Анзор и Ислам, из города Хмельницкий. Интересно, кто это? Ну, я не знаю. Привет, привет. Тоже привет передают. Да, мы были в вашем городе, посетили улицу имени нашего первого президента, имени Джохара Дудаева. Вот. Сделали даже видео, и оно здесь есть на этом канале. Кальвадос, ва алейкум ассалам. Так, Мухаммад Хасан, вы можете показать, где принимают добровольцев из Европы? И как это происходит? Ну, конечно, я все сейчас выкладывать это не буду, говорить это не буду. Но обычно, как это делают, насколько я знаю, человек, который хочет стать добровольцем, приехать в Украину, он связывается с посольством той страны, в которой он проживает. То есть, чтобы все происходило в рамках закона. Угу. Ну да, посольство Украины. Саша Галкин был в Грозном, отличный, красивый, чистый город. Люди очень гостеприимные, к России относятся с большим уважением. Им приходится вот так это говорить, что мы так относимся к России. Ну, потому что если выскажут свое мнение, реальное мнение о настоящей России, то их могут убить, посадить в тюрьму, и вы это знаете. Но наше мнение таково, что Россия нас всегда убивала и сегодня сейчас использует в своих грязных делах. Против народа мы особо ничего не имеем. Да, мы где-то как-то его обвиняем тоже, в том плане, что они позволяют начинать вот эти войны против нас, войны против Украины. Вот. И в первую очередь обвиняем руководство России.
Анзор Ислам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Грека Хиль, я тут есть модератор, он уже кого надо тут банит. Анзор, расскажите об Адаме Осмаеве. С ним все в порядке? Он давно не появлялся в эфирах. Ну, я его никогда не видел, не встречался, не разговаривал. Да, готов. Просто, насколько я знаю, он находится далеко от меня. Вот. И насколько я знаю, сегодня, то есть, вчера слышал, что у него все нормально. Легас Вегас, Анзор, единство украинцев, народа, напоминает вам единство народа Чечении в годы войны. Как это переживать вновь все это тяжкое? Ну, мы испытали на себе 2 войны, мы знаем, как все это происходит, как важно единство народа, поддержка народа, как это важно, тем более в то время, когда идет война. И сегодня я вижу, что украинцы вместе стоят против российских оккупантов. Даже если были какие-то амбиции, они их отодвинули в сторону. Ну, я даже как-то и завидую. Вот. Это очень хорошо. Нужно сделать все, чтобы не позволить русским провокаторам разделить этот народ, чтобы они не смогли разделить украинцев сегодня. Это ваша земля, украинцы. И вам нужно быть в единстве. Вот. И вернуть те территории, которые оккупировала эта Россия. И это можно сделать только с помощью единства. Алейкум салам. Кадыров. Опять Кадыров. Саша Галкин. Мне кажется, что Россия ни в коем образом не ущемляет права чеченцев. Огромные бюджетные средства идут на развитие Чеченской Республики. Нет, огромные средства идут на развитие кармана Кадырова. Вот. И на его шалости, там, развлечения, на его подарки, там, машинки и так далее и тому подобное. То есть для этого кормят Кадырова. Но никак не для народа. То, что я слышал, то, что я вижу, как люди рассказывают, которые приехали оттуда, они рассказывают, что люди там просто выживают. Ну да, может, где-то что-то построили, отстроили там высокие дома, но никак не для простого народа. Почему не построены фабрики, заводы? Почему нет рабочих мест, например? Почему есть рабочие места только в военных структурах? В структурах этих, как они там, батальоны всякие, у них там много названий. Только там есть зарплаты, деньги дают. Лучше бы фабрики и заводы строил. Нускал мукан кырде от исламан бол. Хаук дүйч дуңгуза. Итем бая. Асхабули ваха.
лайки куча сунам сахай мохват даже. Анзор, как относитесь к КГНК, то есть Конфедерация горских народов Кавказа, да? Ну, я в общем отношусь, как мы с исламом часто поднимаем эту тему. Ну, я сторонник того, что нам сначала, в первую очередь, нужно деоккупировать нашу землю, построить свое государство, вернуть все наше, то есть наше государство, чеченское государство, как я говорил, и стремиться к единению. Вот, ну, как ты сказал, конфедерация, вот как это будет называться. То есть я за любое объединение. Так, нравится ли вам в Украине, невзирая на обстановку? Ну, давай честно вот так свои ощущения скажу. Мне тут спокойнее. Мне тут спокойнее. Тут, можно сказать, такой прилив энергии. Вот. В общем, хочется работать и работать. И поэтому я вот пришел к такому обращению, обратился к нашим сторонникам, к активистам, к чеченцам, чтобы приехали сюда и работали вместе. Я, может быть, где-то подсказал бы, я бы послушал бы их. Мне сейчас, давайте открыто скажу, сегодня не хватает помощи от этих активистов, например. Не хватает. Freedom, валикум салам, му дақиет виз, му дақиет мег Мансур Тобнах. Иза унсун ал халхердо قمالهم خير تويشت قمال خير دقوشت بوبا كوشة تاقا أوه ويلي نجا أوه سانيستي نجا خدر قزا تو البولش بو قزا دقو بهكن بو تو البولشة بو تنديرا صدول هقي قز صدول ولي دقيق باخا لا أتلا يبوخر دات إسلام خاطرم سيوك دنير انظر يأخم خولي باخشن بعد جديد سا خولا يأخم خولي باخ شينس دقويل سوون جوابلور يولشي يا وما يولشي. В каких отношениях с Закаевым и куда пропал Ильяс не Ахмедов, а Ахмадов? Выполняет ли он какую-нибудь функцию? Ну, я давно о нем не слышал. Конечно, был бы рад поговорить с Ильясом. Я очень уважаю его. Ну, вот это те люди, которые стояли еще начиная с истоков, вот, когда строилась Ичкерия. Было бы, конечно, хорошо сегодня, если бы эти люди давали бы советы, то есть, скажем, старики давали бы советы молодым, показывали путь, были бы помощниками молодым и тем чеченским батальонам, которые сегодня воюют против российских оккупантов. Нохчимата Эрдос, юст был Аиша яц, Аичи Ниса да Цархитсон.
Безумный Буар Санзор, Мансуру Хэтник, Халуш, Мадук Буй Хайхон, Валлахи Букбух, на худую Хэтник, Цахит Мансур, Хухаттер Гри. Но что, сейчас. Когда на Чечению, когда наступит то время, нужно стремиться к этому, ну и готовиться к этому времени, к этому дню, чтобы вернуться обратно, деоккупировать нашу землю. Освободить этот народ от этого гнета, от этих унижений. Бейцам Швартерар. Иншаллах, ну что. İslam san Ukrayinki imdili çudar tiş bu. Havukam düçtun, masuav. Nohçı baц diye kuza. Аж baц. Буде А? буде ночью. Война, голая ночью. Ну, я имею в виду, что мирный на Буде. Духбой. Ну, Hiç öyle. будем хасун, Духбой. Цацбеш войн гимбол нахуй куда место могу аш. Bu цацбеш Войн местный. темлошню кабеше могу куда место. Закışta za лохум işte. Harmekşda da savaş. Проблем что есть о блогер целеш. İştahlık. Сегодня средненародовки. Какой парад? О чем речь вообще? Про 9 мая? Да, нельзя тебе расслабляться было исламу. Постоянно в напряжении. В бой вогайт бол. Шхалсиец вашук. За родину, За родину, да. Василий Долгерев. Сегодня по телевизору Россия всех победила. Ну, да. Я просто вспомнил разные ролики, ну, как их троллят, этот парад их. Еще раз повторюсь, это день скорби, скажем так. Надо этот день вспоминать вот так, что та война, Вторая мировая война, во время этой Второй мировой войны было убито большое количество людей. Большое количество людей. А тут они напьются, выходят на улицы, все вокруг разрушают. Вот. Свинарник какой-то устраивают. КМС Вольник. Валейкум салам, Салаш, марш вол. Абу Бандит.
Вся эта кадыровская жестокость была сделана Россией, чтобы убрать у чеченцев желание на деоккупацию. Но руками этих холопов Путина, на самом деле это была жестокость России, жестокость российских спецслужб. То есть они указывали, что делать, как делать. Вот кто виноват. Путин виноват. И спецслужбы России в первую очередь. А вот эти холопы, это просто исполнители. Ну, заслуживают самого такого высокого наказания. И, иншалла, я надеюсь, что скоро они будут наказаны. Оставьте. Просто покажу еще раз. Фотографии раньше показывал. Ну, это люди, которые вот не хочу сказать, что они забыли. Они прекрасно помнят, некоторые из них помнят вот эту картину. Вот, как их братья Вани, там, Гриши, там, из России, вот совершали геноцид чеченского народа. И после всего этого они сегодня верой, любовью там служат этим убийцам. Нет никакого оправдания. Да, они пытаются что-то сказать, но нету никакого оправдания. Это предатели чеченского народа. Анзор спросил у ислама, как по-польски будет 58. Я знаю ответ, смешно звучит. 58, скажи, пожалуйста. 58. 50. 58. 58. 58 евро то свалите. Да, в общем. Да. Так, Анзор, что можете сказать про Сашку Билова? Ну, то, что и раньше говорил. Я помню, когда они приехали, украинцы приехали к нам, помогать нам воевать против русских оккупантов на чеченской земле. И воевали мужественно. Громили эти танки в Грозном, в других частях воевали. То есть это герои и нашего народа, и украинского народа. Вот. И мы благодарны вам, украинцам, за это, за вашу помощь. И это тоже одна из причин, что мы здесь, в Украине, стоим рядом с вами. Джек Демпси, Анзор Джахар Усо. Джахар. Ну, примерно понял, откуда ты. Валейкум ассалам. Сейчас я... Анзор, ты знал или общался с Резваном Читиговым? Да, я знал его еще с первой русско-чеченской войны. Да, знал. Так, насчет... Тут Василий Долгтер, да, вот тут есть ужасные фотографии, но я не все это показываю. Ну, можно, например,
русские сегодня обзывают, называют украинцев нацистами, да? Также они бессовестно называли чеченцев террористами. Вот. Русский Ваня на чеченской земле. Кто кого будет называть нацистом? Вчера, встречаясь с журналистами из Германии, ну, они задают вопросы, я отвечаю. И я говорю, я просто благодарю Всевышнего, что все это повернулось так, что в мире открыли глаза, что в мире поняли, что Россия вешала такие ярлыки, к примеру, они для нас приготовили, повесили такой ярлык, как чеченские сепаратисты, чеченские террористы, чеченские радикалы и так далее. А вот для украинцев они повесили нацисты. И благодарю Всевышнего, что мир понял, кто угрожает всему человечеству и какой враг сегодня опасен, это, то есть Кремль, и что люди в мире поняли, что мы вели и сегодня боремся за освобождение своей земли, своего народа. И мы добивались и добиваемся гарантии безопасности нашего народа, как сегодня добиваются украинцы. Вот. И верим, что деоккупация нашей земли будет. И я верю, что теперь мир все-таки, открыв уже свои глаза, и будет помогать нам в этой борьбе против этого кремлевского терроризма. Сейчас, секунду. А то мне везде пишут. Sleeping babies. Так. Тут один брат кое-что высылал, как, ну, в качестве помощи. Насчет, все нормально там, да? В пути? Или дошли? Нет? Да, хорошо. Тогда я потом почитаю. Извиняюсь. Деоккупация Ичкерии. Можешь рассказать про круглый стол поподробнее и Бартмаршу? Ну, будет лучше хорошо, если сама эта организация, руководители этой организации Бартмаршу сами расскажут об этом. Да, мы общались здесь, когда приезжал сюда Джамбулат. Я рад, что он откликнулся, приехал. Мы тут много разговаривали, обсуждали вот эти процессы, вот этот кризис, в котором мы сегодня стоим. Поэтому будет лучше, если они сами об этом скажут. Так-то я, конечно, знаю. Так, скажите, пожалуйста, а вы лично принимаете участие в происходящем? Ну, в первую очередь, я здесь, в Украине. Да, конечно, принимаю участие. Я для этого и приехал сюда, чтобы принимать вот это участие. А все самое интересное будет впереди.
Мухаммад Хасан, Анзор, как думаешь, пожалел ли Путин, начав войну с Украиной? А что ему жалеть? Кто у него здесь умирает, погибает? Он что, сюда родственников своих послал или сам пришел сюда? Ему легче там где-то в бункере своем сидеть и управлять, давать приказы, например. Но то, что он хотел, у него это не получилось. Украинцы не тот народ, который отдадут свои родные земли. Так что у него это не пройдет. Хабиб Ахмад, Анзор, твое мнение, по какому сценарию развалится Россия? Скоро это произойдет, очень скоро. Я даже считаю, что они сами ее сейчас развалят. К этому и придет. Вина этому, конечно же, лежит на Путине. Развалится на части, я так считаю. Земляк, вы понимаете, почему за 22 года ставленники России в оккупированной Чечении не поднимали вопрос преступления военных событий за 2 войны? Сколько преступников найдено, осуждено? Ну, скажем, буквально нисколько. Вот что там они, пару случаев было, и все, там Буданова посадили, еще какого-то там убийцу. И то для показухи. Каждый русский солдат, наемник, офицер, генерал, главнокомандующий – это преступники. И всех их надо судить. Убивали они чеченцев во время Первой русско-чеченской войны или во время Второй русско-чеченской войны. Но их надо судить. Это убийцы, это они заслуживают наказания. Но Россия этого не сделает. Не сделает. Как в прошлом эфире «Ислам» мы говорили, что они спокойно забирают чеченцев за участие в Первой российско-чеченской войны. Да, мы в ролике об этом говорили. Да, в ролике об этом говорили. Угу. На канале. Да. Что чеченцев по сегодняшний день вылавливают и сажают Да, в тюрьму. несмотря на амнистию. Да, несмотря на амнистию. Да. А российских оккупантов никто не судит за их преступления. Адам Борс, Анзор, отдохни, брат. Да нет, мы тут штурма ждем. Штурма. Мы сюда приехали не отдыхать, а работать. Легас, Вегас, сейчас я поднимаюсь наверх по сообщениям иду. Анзор, знакомы ли вы с норвежским блогером Фархатом? Ваше мнение? Ну да, я видел его видео, но так я лично не знаком с ним. Нет, не знаком.
Макс Цуров, Анзор, если наша власть восстановится, согласился ли бы ты занять какую-либо ответственную должность дома? Моя цель, мечта, вот, она осуществимая, я верю в это. Вернуться на свою родину. Вот. А то, что должности, я, если честно, об этом и не думаю. Хотя тут я комментарии читал в комментариях. Должности и так далее. Да нет, я этим не болен и, если честно, даже не хочу. Нохчелаберг Анзор, что там насчет добровольцев? К какому-то согласию пришли лидеры? Ну, я, если честно, не понял вопроса. Ну, добровольцы по сегодняшний день приезжают сюда, уходят разные батальоны. Сейчас, секунду. Да, так, я сейчас концовку дочитаю. Просто хотелось в этот день, который пропах порохом, да, Ислам? Провонял, да, порохом. Вот. Ну, в этот день поговорить с вами. Ну, а также это день, когда убили, без разницы, кто нам-то, какая разница, от чьей руки будет убит, уничтожен предатель или враг чеченского народа. Какая нам разница на самом-то деле? Кадыров. Вот, и в этот день я просто хотел поговорить с вами об этом, сказать, что мы не празднуем вот этот день. Конечно же, мы празднуем свои дни, у нас есть свои дни, свои праздники. И этот марионетка Кадыров, просто еще раз напомнить, сказать о своем несогласии, что происходит дома, что все будет хорошо, иншаллах. И эти преступники будут наказаны, иншаллах. Григоли, уважаемый, как вы видите Кавказ после распада России? Брат, я просто мечтаю, чтобы Кавказ был единым, чтобы никто не имел какого-либо права нас провоцировать внутри, что делали всегда. Вот это делали из Кремля, Россия делала это. Вот, ну, по флагу, как я вижу, Грузия, да, вы наши братья, не только соседи. Горы нас не только разделяют, они нас объединяют. Ну, считайте, что мы один целый, единый народ, ну, скажем, кавказцы. Лично я так считаю. Вот.
Анзор, расскажи про расстрелянных возле памятника 3 товарища в Грозном. Чей приказ это был, Яндарбиева или старшего Кадырова? Ну, насколько я знаю, это было одобрение Кадырова, потому что он являлся муфтием в то время, то есть только муфтий мог бы дать такое добро. В то время Яндарбиев, не занимал какую-то должность. Так, ладно, я сейчас завершаю. РСБ или РШБ. Кавказ будет свободен. Иншаллах будет. Мы должны к этому стремиться. Лис, здравствуйте. Спасибо, вам тоже удачи. Мы обязательно вернемся к себе на родину. Я еще раз хочу просто сказать, напомнить, что почти половина численности нашего народа, чеченцев, находится на чужбине в разных странах, не только в Европе, но и в Турции, и в других странах. Я надеюсь, что они все вернутся к себе домой. Я знаю, все хотят это и сделать, вернуться на свою родную землю. Так, я сейчас буду завершать еще минуту-две. Анзор Пехотинец знает, что его отца убил карлик. Знает он прекрасно. И даже есть версии, я могу поверить в это, что он сам его убил. Я исхожу из того, насколько он любит эту роскошь, деньги. Наверное, даже из-за этого смог бы сделать. Надпись «Бамут», иншаллах, будет. Хорошо, иншаллах. Ладно, я всех вас благодарю. Иншаллах, выйдем на связь, все будет хорошо. Будем добиваться результатов. А надпись обязательно напишем «Бамут». А с другой стороны напишем «Ичкерия». Всего вам хорошего, всего вам доброго, мира вам. Безумный Борс, постараюсь, иншаллах. Прошу сказать о митинге в Страсбурге в честь Амины Герихановой. Да, я видел сообщение, буквально недавно видел сообщение, и там, когда было дата... проведено правило 39 в отношении нее, то есть... Поможешь погромче сказать? Сейчас я даже зачитаю. Сейчас мы делаем это. ЕСПЧ применил к Амине Герихановой 39-е правило, приостановив экстрадицию до 15 июля. То есть в четверг, 12 мая 2022 года, просим всех, у кого есть возможность, участвовать в митинге в Страсбурге перед Советом Европы. То есть в ее поддержку. Да. Да, во время встреч тут мы говорим об этом, мы напоминаем это, что это неправильные шаги, которые они делают, европейские страны, когда отдают наших братьев, сестер. Так что кое-какая такая работа, которая зависит от нас, мы тут проводим, иншаллах. Анзор Сомелхи Борз он, если что, это мой второй ник. Дигдук это Ларисова. Григорий, вы много пережили на войне с Россией. Желаю всего наилучшего, Ичкерии. Я тоже всем вам желаю еще раз мира. Все будет хорошо.
И еще раз, до свидания, до встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.